В июне прошлого года вступил в силу федеральный закон за номером 33, знаменующий собой реформу местного самоуправления в рамках единой публичной власти. Якутия сохранила традиционную двухуровневую структуру с поселениями и районами, ощутила на себе изменения в порядке формирования муниципальной власти. Арсений Сергеевич Николаев у нас озвучил свою позицию на этот счет. Он высказался за двухуровневую систему, за сохранение двухуровневой системы в нашей республике. Я думаю, что это очень правильное решение, и оно, скажем так, приведет к более такому балансированному управлению на местах. Отныне главы муниципалитетов избираются не прямым волеизъявлением граждан, а решением депутатов местных представительных органов. У нас сейчас по 33-му новому закону, особенно для городов, столиц, субъектов, одна единственная модель. Избирают депутаты из кандидатов, представленных губернатором. Так, в городском округе город Якутск главу округа определяет Якутская городская дума, выбирая его из числа кандидатов, предложенных главой Республики Саха-Якутия. В конце 90-х годов, когда еще был принят в 1995 году первый закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, и все увидели, что практика складывается, что это мостик между жителями и государством, что местное самоуправление не разрушает государство, а наоборот укрепляет, потому что берет на себя то, до чего у государства руки не доходят. Новый федеральный закон упорядочил полномочия муниципалитетов, разделив их на исключительные и на те, которые могут быть переданы на региональный уровень по взаимному согласию. Поэтому Якутская городская дума активно изучает передовые практики других субъектов Российской Федерации. Недавно в столице Якутии состоялась межрегиональная конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Конференция посвящена теме «Представительные органы муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока на современном этапе». Инициатива проведения форума принадлежала ассоциации и председателю Якутской городской думы Альберту Семенову. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов работает уже 40 лет. Пользуется большим авторитетом, и сегодня около 70 городов Сибири и Дальнего Востока участвуют в работе Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Город Якутск участвует в Ассоциации сибирских и дальневосточных городов с 1992 года, то есть уже довольно давно, но принимаем делегацию АСДГ мы впервые. Ассоциация сибирских городов и Дальнего Востока – это такая замечательная площадка. Этому мы сейчас встретились очно. А вообще проводится огромная работа, а когда мы встречаемся заочно в режиме видеоконференции, в режиме звонков, обмена документами, когда мы советуемся по тому опыту, который уже муниципальные образования прошли. То, что касается именно сегодняшнего, я хочу выразить огромную благодарность городу Якутску. Все было организовано на очень высоком уровне. Конечно, опыт реализации мастер-плана города Якутска, он на самом высоком уровне, и мы по-доброму завидуем нашим коллегам. Выбор города Якутска для проведения конференции не случайен. Город является активным участником реализации масштабного мастер-плана, одобренного президентом России Владимиром Путиным. Это амбициозная программа развития, предусматривающая инвестиции в размере 470 миллиардов рублей, включает расселение ветхого жилья, модернизацию дорожной сети, строительство Ленского моста, обновление социальной инфраструктуры и создание новых культурно-спортивных объектов. Масштаб этих преобразований произвел неизгладимое впечатление на участников конференции. Мастер-план – это прекрасный шанс сделать наш город комфортным, городом, где хочется жить, хочется работать. И самое главное, чтобы наши дети хотели по окончании школы, высшего учебного заведения или вернуться в наш город, или остаться в нем жить. И для этого сегодня реализуются эти проекты. Из 95 проектов уже 6 реализовано, 21 проект сейчас находится на разных стадиях реализации. Главная цель мастер-плана развития нашего города – это благополучие человека, это высокое качество жизни. И к этому мы стремимся, и для этого и разработан такой замечательный мастер-план. Центральной темой конференции стал обмен муниципальными практиками.
В рамках деловой программы заместитель председателя Омского горсовета Дмитрий Сахань представил анализ работы представительных органов власти в условиях законодательных реформ. Была высоко оценена якутская модель развития креативных кластеров, достижения в киноиндустрии и строительство первого на Дальнем Востоке многофункционального кинопавильона, реализованная корпорацией развития Якутии. Опытом управления поделились представители Барнаула, Красноярска и Абакана. А эксперт Ассоциации сибирских и дальневосточных городов Галина Держирукова представила аналитический обзор механизмов муниципального развития. Ответственный секретарь секции Ассоциации по местному самоуправлению Наталья Мальковец представила результаты мониторинга реализации федерального закона в регионах Сибири и Дальнего Востока. Вот сегодня, например, я еще раз убедилась, что где бы мы ни жили, в большом городе, там, в маленьком, в поселке, но тем не менее проблемы во всей нашей стране, они в основном очень общие, очень похожие. Вот, скажем, сегодня, например, председатель городской думы Абакана рассказывал о инициативных проектах, а я сидела, думала про народный бюджет, который у нас работает уже с 2014 года. Очень много похожего. Действительно, мне очень понравилась их идея, что каждый участник бюджетного процесса равноправен. То есть все равноправны, и действительно депутаты должны участвовать не просто на этапе уже рассмотрения готового бюджета, утверждения, а именно принимать участие в формировании бюджетов. То есть очень важно на уровне сбора заявок принимать участие со стороны депутатского корпуса. В ходе конференции были выделены 3 группы полномочий муниципалитетов России, на которые депутаты местного самоуправления должны обратить особое внимание. Неотчуждаемые обязанности, делегируемые на региональный уровень и передаваемые при условии финансовой поддержки. 2-я и 3-я группы вызвали оживленные дебаты. В частности, дискуссия коснулась регулирования численности бездомных животных. Есть такой критерий. Если вопрос можно в рамках границ муниципалитета решить, он должен быть местным вопросом. Вот до недавнего времени мы использовали такой термин, как вопросы местного значения. А собаки, они же не спрашивают, где тут граница. Понятно, что они могут мигрировать, и какие-то одни вопросы у разных соседних муниципальных образований. Поэтому вот по идее вообще-то вопрос местным не может быть. И правильно, что все-таки в законодательстве сегодня вопрос закреплен за субъектами, за органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Хотя многие в качестве отдельного государственного передают на уровень местного самоуправления. Вы говорите, вот мэры судятся. Они судятся как раз, видимо, из-за того, что полномочия передают, а денег не передают. А вообще-то это тоже один из основных принципов соответствия полномочий и денег. Да? Сколько вопросов, сколько проблем, сколько полномочий, столько должно быть и денег. Дали право, значит, дайте и деньги на реализацию этого права. Все вопросы жизнедеятельности, как сейчас принято говорить о вопросах местного значения в новом 33-м федеральном законе, они касаются всех, в том числе, то, что мусорная реформа у нас идет не первый год. И надо откровенно сказать, что практически на всех территориях Сибири и Дальнего Востока мусорная реформа идет с пробуксовкой. И есть очень много проблем, которые необходимы и требуют реального решения. И вот сегодня, на сегодняшнем заседании мы как раз и снова акцентировали те проблемы, которые в муниципальных образованиях имеются и есть в связи с реализацией мусорной реформы. Участники форума единодушно признали, что подобные встречи являются незаменимым инструментом для адаптации к новым законодательным требованиям. Обмен опытом позволяет не только избежать типичных просчетов при переходе на новую модель управления, но и успешно интегрировать лучшие практики в деятельность своих муниципалитетов. А вот что касается полномочий, тут могут быть сюрпризы. И поэтому мы решили, и мы записали в рекомендациях, что этот процесс, он должен быть процессом, в котором равноправно участвуют и органы государственной власти, субъекта, и органы местного самоуправления, и, конечно же, жители. По итогам конференции была принята резолюция с рекомендациями для российских муниципалитетов. Обмен опытом, он как раз-таки позволяет нам вести такую платформенную работу. С тем, чтобы мы наряду с другими муниципалитетами нашей страны
ни в чем, как говорится, не отставали от них, может, даже где-то опережали, с тем, чтобы, значит, улучшить нормативную базу наших муниципальных образований, наших городских округов. При общении возникает очень много полезного для наших городов и, соответственно, для комфортной жизни для наших жителей. Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов задала вектор для дальнейшего профессионального диалога, направленного на повышение качества жизни в муниципальных образованиях России. 16 июля 2026 года в адрес председателя Якутской городской думы Альберта Семенова в соответствии со статьей 41 Устава городского округа город Якутск поступило заявление главы города Якутска Евгения Григорьева о досрочной отставке по собственному желанию. В связи с этим председателем Якутской городской думы подписано распоряжение о созыве 27-й внеочередной сессии Якутской городской думы, заседание которой состоится в понедельник, 20 июля 2026 года. А также обращение с инициативой проведения внеочередного заседания Якутской городской думы. Наверное, ни о чем не сожалею, бессмысленно сожалеть. Человек, он чем напомнит, да, вот если по большому счету философски посмотреть на этот вопрос, мы либо сожалеем о прошлом, либо переживаем о будущем, да, поэтому либо мы счастливы. Вот три ипостаси может быть у человека. Я предпочитаю находиться в третьем состоянии. Сожалеть бессмысленно, что я уже поменяю. Поэтому я счастлив здесь и сейчас, и в принимаемых решениях как мэр, каждое решение было оно правильное, неправильное, оно в копилку ко мне пришло. В любом случае, если это неправильно, то опыт был, если это правильно, то это как доброе дело, которое мы смогли реализовать. Но я планирую работать на благо моей родины, как Родина скажет, так и будет. Будет это в Якутии, либо где-то в другой точке России, мне не важно, главное, чтобы это было на пользу людям. Согласно федеральному закону за номером 33 об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти, в городском округе город Якутск главу округа выбирает Якутская городская дума из кандидатов, предложенных главой Якутии. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев внес в Якутскую городскую думу кандидатуры для избрания на должность главы городского округа город Якутск. Для участия в процедуре избрания представлены Дмитрий Садовников и Владислав Сазонов. Выборы главы городского округа город Якутск состоятся 20 июля 2026 года на 27-й на внеочередной сессии Якутской городской думы.